Вы знаете, что у нас ежегодный весенний период, начинается полив огородов, всего. Поэтому у нас объем воды в данный момент в Чингирлау уже последние несколько лет происходит нехватка. Сейчас в данный момент 4 скважины у нас работает, 2 Жанакуш, Ашухтулай и 2 Ардак. Точка Ардак у нас в стороне Полтавки. Полный объем воды, приход суточный, у нас 800 кубометров воды в данный момент. Расход воды у нас ежедневно уходит 970-1200 кубометров воды. Для того, чтобы не упустить воду полностью, мы перешли на часовой режим подачи питьевой воды. Но для этого мы, конечно, делаем техническую воду. В этом году у нас большой срыв был. Мы начали техническую воду делать 15 апреля. С 15 апреля до сей поры. То есть, если мы северную часть нашего поселка Чингирлау обеспечили водой, северную часть и юго-западную часть мы обеспечили водой, у нас проблема сейчас в данный момент стоит остро. Это юго-восточная сторона. Улица Бесчасу, Жуку, там у нас Ержана улица. У них мы до сих пор не могли подать воду. Происходит из-за того, что у нас насос сломался, мы его поменяли. После насоса сломался у нас электродвигатель силовой, в который я только вчера его привез, мы сегодня устанавливаем. Я так думаю, что в ближайший день-два мы его запустим. Проблемы есть, конечно. У нас, если дополнительно мы с Унака еще в этом году, как нам обещали руководство, протянем дополнительные насосы, то есть еще одну линию, то мы разделим наш поселок на 4 равных частей. То есть по Камнакаю, а по Куантаю мы разделим северную часть и разделим южную часть 2 насосами. Я так думаю, что в конце этого года, может в начале того года уже будем обеспечены полностью технической водой. У нас, вы знаете, с 2010 года, с 2014 года проведенные трубы, шовные 102-е стальные трубы, они уже сгнили. Поэтому их эксплуатация уже давно закончилась. Теперь мы методично стараемся поменять их. В этом году мы поменяли Дидара Хамитова улицу. Осталось у нас Муратбаеву поменять, нижнюю часть луговую поменять. Эти самые такие острые улицы, в которых постоянно у нас ежедневно происходят порывы. На сегодняшний день мы поменяли более 2,5 километров труб, перешли на пластиковую. Я надеюсь, эта работа продолжится. До конца года мы постараемся хотя бы 50% в поселке магистральных труб поменять. Но все это зависит от тех средств, которые к нам придут. Мы надеемся, что эти средства будут. Штат работников, конечно, у нас очень маленький по сравнению с теми годами, которые были. Сейчас ребята хотят много зарабатывать и уезжать в другие места, где больше платят. У нас, по сути, оклады не очень-то большие. Но вот этот энтузиазм, вот эта болезнь за свой поселок, есть ребята, которые у нас работают. Вот благодаря им сейчас в действительности где-то 70% обеспечения водой происходит за счет них. Я же вам еще раз говорю, с 15 апреля у них даже отдыха нет. У них нет ни выходных, ни проходных, ничего. Вот они работают и все. Мы стараемся им помочь, конечно, что в наших силах. Но энтузиазм, патриотизм когда-нибудь кончается. Я так думаю, что есть, может быть, такие ребята, которые хотят немножко поработать. Я их могу научить. Может быть, есть в дальнейшем ребята, которые могут заменить нас, потому что мы тоже уже взрослеем и уходим. Может быть, такие ребята есть, можно их научить. Кто хочет в поселке работать, себя отдать для народа, для служения народа, пожалуйста, я всегда рад.